свое обязательство, допустила нарушение природоохранного законодательства Кыргызстана. Самые вопиющие, я не буду останавливаться на очень процедурных вещах, на документальных, потому что то качество документации, которое увидела я через столько лет, оно, к сожалению, оставляет желать лучшего. Я об этом скажу позже. Но сегодня самое вопиющее нарушение – это складирование пустых пород на ледниках. И именно это нарушение дает нам полное основание предъявлять иск и предъявлять свои права на разрыв этого соглашения, потому что компания ведет себя недобросовестно. Несмотря на то, что у нас на тот момент, когда уже начинал работать проект, был закон о воде 1994 года принятый, закон об охране природы 1991 года, закон об охране окружающей среды впоследствии в 1999 году принят был, закон об отходах производства и потребления 2001 год, водный кодекс 2005 год и общий технический регламент по обеспечению экологической безопасности 2009 год. Во всех этих законах стоял четкий запрет о том, что на поверхности ледников нельзя складировать отходы, отбросы, и водные объекты относятся к стратегическим объектам страны. Но, тем не менее, когда в 2012 году Временная депутатская комиссия это выявила, конечно, это было вопиющим фактом, и действительно оно просто было такое большое недоверие. В чем вот здесь нужно будет четко сказать, Центера заявляет, что она соблюдает природоохранное законодательство и вводит в заблуждение общественность и мировую общественность. Дело в том, что Водный кодекс, статья 62, в которую вносили поправки в 2017 году, там разрешили деятельность в зоне ледников Давыдова и Лысой. Вы помните, да? И они сейчас прикрываются вот этой нормой о том, что якобы они не нарушали. Но здесь я хочу четко сказать, что здесь идет о разных нормах. Центера переводит вопрос в другую плоскость, говоря о том, что якобы парламент и закон разрешил им деятельность. Да, деятельность разрешена, но не разрешено складировать отходы на ледниках.